Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшейкшара. Сегодня в программе. В республике отметили 81-ю годовщину Дня Победы в Великой Отечественной войне. С Днем Победы! Ура! Бадра Гунба принял участие в торжественных мероприятиях ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, который проходит в Москве. Более 40 госпиталей были развернуты в Абхазии во время Второй мировой войны. О работе госпиталей в 1941-1945 годах специальный репортаж программы. Ровно 81 год назад совершилась самая кровопролитная в истории человечества война, которая унесла много миллионов жизней. Из более чем 55 тысяч воевавших сыновей и дочерей Абхазии 17,5 тысяч человек не вернулись домой. 23 уроженца Абхазии удостоены высокого звания Герой Советского Союза. 3 кавалеры всех орденов славы. С 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне народ Абхазии поздравил президент Бадра Гунба. Народ Абхазии вместе со всеми народами Советского Союза плечом к плечу встал на защиту большой родины от немецко-фашистских захватчиков. Тысячи наших соотечественников ушли на фронт, проявив героизм и самоотверженность. Воспитанные на примере героев Великой Отечественной войны, их дети и внуки с честью продолжили традиции доблести и патриотизма. В тяжелые годы Отечественной войны народа Абхазии они встали на защиту своей земли, проявив мужество и верность Родине, отмечается в поздравлении. Глава государства отметил, что сегодня как никогда важно бережно хранить историческую правду. Недопустимой попытки переписать историю, преуменьшить решающую роль победы советского народа и исказить память о подвиге миллионов людей, отстоявших свободу и мир. Особую благодарность президент выразил ветеранам, труженикам тыла и всем, кто приближал победу. По всей стране прошли памятные праздничные мероприятия, приуроченные к 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. В Сухумене начались церемонии возложения цветов к памятнику неизвестному солдату. В церемонии приняли участие вице-президент Беслан Бигвава, премьер-министр Владимир Делба, спикер Народного собрания Лаша Ашува, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, руководитель администрации президента Беслан Эшба, депутаты парламента, члены правительства, военные представители широкой общественности, студенты и школьники. Праздник со слезами на глазах, знаменитая строчка известной песни. Самое точное определение дня 9 мая. Задолго до начала торжественных мероприятий у памятника неизвестному солдату стали собираться люди. Здесь нет безразличных и безучастных. Всех связывает общая история Великой Отечественной войны. День Победы 9 мая стал поистине семейным праздником, ведь многих ветеранов уже нет в живых, и в память об их подвиге дети и внуки героев каждый год возлагают цветы к подножьям обелисков. Они также главные участники бессмертного полка. Люди поздравляют друг друга, делятся воспоминаниями, рассказывают о подвигах своих отцов и дедов. Праздник 9 мая для нас очень знаменательный и близкий. Наши родители, отец наш военный, жил в Абхазии 50 лет. 50 лет он служил Абхазии, России. Вот. И считался и считается, его уже нет в живых, а считался участником Великой Отечественной войны. Вот. Поэтому мы всегда приезжаем на 9 мая сюда, он здесь похоронен, и вот отдаем дань уважения, поклонения нашим отцам и дедам. Это вот у меня 3-й ребенок, у меня дочка, она в форме сегодня военной. Очень важно обязательно передавать, приучать, чтобы дети знали историю и понимали, чем, так сказать, для нас это вообще отразилось для всего мира. Это вот Великая Отечественная война.
Поэтому, очень важно. Я стараюсь всеми силами. Для меня это самый любимый праздник, так как я испытываю гордость за свою родину, за то, что мы так стояли в этой борьбе, то, что мы выиграли ее. Поздравляю весь народ республики с праздником Великой Победы. Я желаю нашему народу мира, процветания, чтобы никогда больше он не испытывал таких трудностей, чтобы таких праздников не прибавлялось, а мы только чествовали наших победителей. Стройные колонны молодых военнослужащих прошли торжественным шагом по площади Свободы. Выверенный шаг, твердый взгляд и уверенность. Торжественный марш как доказательство преемственности поколений и почтения к героям войны. В торжественном прохождении пеших колонн парадных расчетов принимали участие более 700 военнослужащих. В параде Победы была задействована военная техника и авиация. Жители и гости страны в этот священный день пришли на площадь Свободы в центр Сухума, где они готовы встретить День Победы. Все радостно наблюдают за тем, как проходит парад на площади Свободы. У всех сегодня тепло и ярко на душе, и каждый помнит и чтит память тех, кто ценой собственной жизни принес победу сегодняшнему поколению. Парадные расчеты, четко чеканя шаг, идут под звуки военных маршей. В военном параде также была представлена военная техника. Парад принял министр обороны Беслан Свижба. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 81-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Вице-президент Беслан Бигвава зачитал поздравления президента Бадры Гунба. Беслан Бигвава в этот знаменательный день, отметив важность защитников Отечества, пожелал им крепкого здоровья, мира и добра. Уважаемые военнослужащие, продолжая славные традиции поколения победителей, вы достойно несете службу, обеспечивая безопасность и мирную жизнь нашему народу. Желаю вам крепкого здоровья, стойкости духа и новых успехов в служении Отечеству. С праздником Великой Победы! Шардам Таапсынра! Ура, товарищи! На трибуне члены правительства во главе с премьер-министром Владимиром Делба, спикер парламента Лаша Ашуба, депутаты парламента, руководитель администрации президента Беслан Эшпа, посол Российской Федерации в Абхазии Михаил Шургалин. В торжественном прохождении участвовало более 700 человек. В составе парадных расчетов представлены подразделения Министерства обороны, Государственной службы охраны, МВД, МЧС, Государственного таможенного комитета, 7-й объединенной военной базы Минобороны Российской Федерации и погрануправления ФСБ России в Абхазии. В механизированной колонне были представлены бронированная разведывательная машина, маневренные огневые группы, минометные и артиллерийские расчеты, зенитные установки, гаубицы, установки «Град» и бронетранспортеры российской военной базы в Абхазии. В воздушной части парада приняли участие 2 вертолета Ми-8 с государственным флагом Абхазии и флагом Советского Союза, а также 2 самолета Л-39 «Альбатрос» вооруженных сил Абхазии. Это техника воплощения надежности и огневой мощи. Командиры экипажей, подполковник Инал Гунба и майор Александр Чувацва. Продолжают воздушный парад учебно-тренировочные вертолеты Ми-2 и «Газель». Командиры экипажей, подполковник Адам Ашуба и майор Беслан Вения.
очень большое значение для меня имеет. Я сам будущий защитник Родины. И очень рад, что нам дали такую возможность поучаствовать. Традиционная полевая кухня на 9 мая – один из главных символов праздника. Сегодня на площади Свободы в Сухуме было развернуто множество точек, где можно было бесплатно отведать солдатскую кашу и выпить горячий чай. Дети благодарят своих дедов и прадедов за то, что они защитили мир от фашизма и подарили им мирное небо. Это фотография моего дедушки. Он родился в 1909 году. У него очень много медалей за отвагу, за мужество. Но есть особенная медаль. Он прошел битву под Сталининградом и дошел до Берлина. Для меня честь нанести его фотографию здесь. Праздник для нас святой. Всю жизнь знаем, помним, дед воевал. Я весь народ российский и абхазский поздравляю с этим великим праздником. Правда, сегодня не юбилей, но тем не менее праздновать его надо каждый год. День Победы в Великой Отечественной войне стал для всего мира символом смелости духа, мужества и героизма советского народа. И хотя ветеранов войны с каждым годом становится все меньше, все мероприятия, которые проводятся в этот день, в их честь. Адис Сагари, Лилиан Маршан, Давид Хашик, Абхазское телевидение. Конечно же, внимание всего мира 9 мая было приковано к Москве, где ежегодно проходит военный парад Победы в Великой Отечественной войне. В Кремль прибыли иностранные лидеры, среди них и президент Абхазии Бадра Гунба с супругой Ирмой Хашик. В составе пешей колонны по Красной площади прошли военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск вооруженных сил РФ. По окончании парада Владимир Путин и главы иностранных делегаций возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду. Парад Победы в Москве телезрители абхазского телевидения могли видеть в прямом эфире. Россиян и участников парада на Красной площади с 81-й годовщиной победы советского народа в Великой Отечественной войне поздравил Владимир Путин. Он подчеркнул, что именно советский народ внес решающий вклад в разгром нацизма, спас свою страну и спас мир. С Днем Победы! Ура!
Парад Победы на Красной площади завершен, но его торжественное эхо еще долго будет звучать в сердцах миллионов. Он в очередной раз напомнил о неразрывной связи времен, о величии подвига народа-победителя. Центральным событием, конечно, стала речь президента России Владимира Путина. В своем выступлении глава государства обратился к историческим основам праздника, подчеркнув решающий вклад советского народа в разгром нацизма и спасение мира. Мы свято чтим заветы и наследие солдат Победы. Забота об отчизне объединяет всю нашу страну, весь народ России. А сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях для нас дело чести. Мы всегда будем помнить подвиг советского народа. То, что именно он внес решающий вклад в разгром нацизма. Спас свою страну, спас мир. Положил конец тотальному, беспощадному злу. Вернул суверенитет тем государствам, которые капитулировали перед гитлеровской Германией, превратились в покорных соучастников ее преступлений. Наш солдат внес колоссальные потери, колоссальные жертвы во имя свободы и достоинства народов Европы, стал воплощением мужества и благородства, стойкости и человечности и увенчал себя великой славой грандиозной победы. Но, как было отмечено, эта историческая память – это не просто достояние прошлого. Она служит источником силы для настоящего. Президент провел прямую параллель между подвигом поколения победителей и мужеством воинов, которые сегодня выполняют задачи в зоне специальной военной операции, противостоят новым угрозам и продолжают дело своих предков. Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов, выполняющих сегодня задачи специальной военной операции. Они противостоят агрессивной силе, которая вооружается и поддерживается всем блоком НАТО. И несмотря на это, наши герои идут вперед. Рядом с российскими воинами рабочие и конструкторы, инженеры, ученые, изобретатели. Они продолжают традиции своих предшественников. Опираясь на современный боевой опыт, создают передовые, уникальные образцы вооружения, разворачивают их массовое производство. Но как бы ни менялись техника и способы ведения боя, неизменным остается главное – судьбу страны вершат люди. Таким образом, главный парад страны стал не только данью уважения великому прошлому, но и мощным посланием о настоящем, о единстве народа, его армии в защите своего суверенитета и будущего. Для нас же, для Абхазии, этот день в Москве отмечен еще одним важным событием. Наш президент Бадыр Зурабович Кунба присутствовал на параде в качестве почетного гостя по личному приглашению Владимира Путина. Амич Паруслан специально для Абхазской государственной телерадиокомпании. Москва. Торжественный прием для зарубежных гостей прошел в Кремле в День Победы. В Москву на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прибыли президент Абхазии Бадыр Гунба с супругой, президент Южной Осетии Алан Гаглоев, президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.
Президент Абхазии Бадыр Гунба провел встречу с президентом России Владимиром Путиным в рамках визита в день празднования Дня Победы. Глава республики подчеркнул динамичное развитие двусторонних отношений, активный рост практически во всех отраслях. Бадыр Гунба также поблагодарил Москву за поддержку в открытии аэропорта города Сухум, отметив, что география полетов расширяется, что способствует дополнительному стимулу развития российско-абхазских отношений. Уважаемый Бадыр Зурамович, уважаемый господин президент, очень рад вас видеть снова. И хочу поблагодарить вас за ваше участие в праздничных мероприятиях по случаю победы в Великой Отечественной войне. Для вас пребывание на мероприятиях подобного рода является абсолютно естественным. Я понимаю, больше 55 тысяч жителей Абхазии в свое время приняли участие в Великой Отечественной войне. 23 человека были удостоены звания Героя Советского Союза. Были те, которые имели 3 ордена славы. И из представителей титульной нации 17 тысяч погибло. Это просто тоже невероятно. Поэтому для Абхазии, для абхазского народа чтить память своих предков, героических предков, это абсолютно естественное дело. Хочу отметить, что наши межгосударственные отношения развиваются успешно. Год с небольшим вы возглавляете республику. За это время тоже происходят позитивные изменения. Достаточно сказать, что товарооборот у нас за предыдущий год вырос на 16%. Это хороший показатель. Понятно, что еще очень многое нужно сделать, это естественно. Но предлагаю сегодня как раз об этом и поговорить. Спасибо большое, уважаемый Владимир Владимирович. Позвольте еще раз поздравить вас с этим великим праздником, сказать вам слова благодарности за то, что даете будущим поколениям хранить святую память о Великой Победе. Это ваша личная заслуга, и я уверен, что поколениями люди будут ценить. Конечно же, находясь в Москве, хотелось бы обсудить и ряд двусторонних вопросов. Вы совершенно справедливо отметили, очень динамично развиваются взаимоотношения, товарооборот растет. Практически во всех сферах жизнедеятельности у нас активный рост. Пользуясь случаем, хотел бы, Владимир Владимирович, поблагодарить вас за то решение, которое вы приняли в поддержку открытия аэропорта города Сухум. Буквально после нашей встречи по итогам 2025 года более 120 тысяч человек перевезено в рамках регулярного авиасообщения. У Сухума есть такая возможность сегодня взаимодействовать и авиаперелеты с Москвой, Санкт-Петербургом, Ханты-Мансийском, Уфой, рядом Нижним Новгородом. Буквально на днях ожидаем открытия нового авиасообщения с Ставропольским краем, Минводами. География полетов расширяется. Конечно же, это дополнительная динамика в рамках наших взаимоотношений, развития экономики. Пользуясь случаем, Владимир Владимирович, благодарю вас за решение, принятое по медикам. В прошлом году в пиковый сезон российские медики находились в нашей стране, помогали нашим специалистам. Также было принято вами решение о передаче лабораторий санитарно-эпидемиологических, очень важных лабораторий, которых ранее не было. Также хочу поблагодарить за то решение, которое вы приняли в связи с новыми нормами пересечения границ с детьми до 14 лет. Эти ограничения Абхазию пока не касаются. Это возможность увеличить туристический поток в республику. Так что спасибо вам большое за ваше личное внимание и активное участие в процессах взаимодействия между нашими странами. Еще раз позвольте поблагодарить вас, пожелать вам успехов и позвольте передать слова поздравления граждан нашей страны. Спасибо большое. Спасибо большое. В первую очередь, конечно же, для нас очень важно принять участие в параде, который проводится в городе Москве. Это очень важное событие, это знак почета и уважения и дань великому поколению воинов, победителей. Сегодня, когда есть попытка переиначить историю, очень важно
сохранить и не дать такую возможность. И сегодня у нас состоялась встреча с Владимиром Владимировичем Путиным. В рамках этой встречи мы обсуждали вопросы двустороннего сотрудничества, вопросы, которые в том числе беспокоят граждан нашей страны. И я уверен, что по итогам этой встречи у нас будет возможность решения ряда очень важных ключевых вопросов. Спикер Народного собрания Лаша Ашуба поздравил граждан Абхазии с Днем Победы в Великой Отечественной войне. В нашей стране 9 мая является поистине всенародным праздником, объединяющим всех граждан. Этот день – символ исторической памяти, память о Великой Отечественной войне, память о победе, о выстраданном мире живет в нас сейчас. Особая глубочайшая благодарность вам, дорогие ветераны боевых действий и труженики тыла. Ваша жизнь – это урок несгибаемой воли. Вам наши самые теплые пожелания отмечается в поздравлении. И вновь к мероприятиям, которые прошли в честь 81-й годовщины Великой Победы в Сухуме. В День Победы в Великой Отечественной войне уже стала традиционная акция «Бессмертный полк». Дети, внуки и правнуки ветеранов, неся в руках их портреты, проходят торжественным шествием как доказательство того, что никто не забыт и ничто не забыто. В этом году особое внимание уделено преемственности поколений. В первых рядах колонны идут школьницы и активисты молодежных движений, для которых участие в акции стала личной историей. Организаторами выступили Государственный музей боевой славы имени Владислава Григорьевича Арзенба, представительство Россотрудничества в Абхазии и посольство России. Помощь в проведении шествия оказывает столичная администрация и бойцы абхазского отделения волонтерской роты, которые сопровождают участников на всем протяжении пути. С самого утра жители города собираются у драматического театра в Сухуме, чтобы присоединиться к акции «Бессмертный полк». В их руках портреты родных и близких участников Великой Отечественной войны. Мой родной отец Коршин Василий Филиппович. Вот здесь он старшина артиллерийского взвода минометов. Ушел на войну в 1941 году в возрасте 18 лет. Закончил артиллерийское училище и старшиной ушел на фронт. Прошел, значит, с 41 года по 45-й, получил вот эти ордена, орден славы за отвагу, за боевые заслуги, орден Красной Звезды. И закончил войну под Калининградом. Он был там контужен. Работал учителем истории, проработав 35 лет директором школы. И скончался в 99 лет. Колонна участников торжественно прошла от драматического театра до площади Свободы. В акции приняли участие волонтеры, молодежь, представители общественных организаций, гости и жители города. Люди с гордостью несут фотографии фронтовиков, своих дедов и прадедов. Над их головами развивается и Знамя Победы. В руках жителей портреты тех, кто прошел тяжелые годы Великой Отечественной войны и с каждым днем приближал победу. И пока люди выходят на такие акции с фотографиями своих героев, история и память о мужестве остается живой. Бессмертный полк стал символом народной памяти и уважения к тем, кто воевал с фашизмом. Для многих участников это возможность рассказать о своих героях, передать память о них будущим поколениям и еще раз выразить благодарность за мирное небо над головой. С одного двора 5 братьев ушли на фронт. Третий Дмитрий Осье, летчик, тоже с первого дня, он профессиональный военный летчик. Когда ушли на фронт, их младшие братья, которым не было еще 18 лет, прибавили себе как кто год, кто два, и ушли на фронт. С фронта вернулись двое. Мой отец и Дмитрий Осье. Шествие «Бессмертный полк» зародилось впервые в России. Со временем акция стала одной из самых масштабных на постсоветском пространстве. В колонне «Бессмертного полка» и исполняющий обязанности руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Вадим Банников. В нашей стране акция проводится уже 10-й год подряд. Организаторами традиционно выступают Россотрудничество и Музей боевой славы имени Арзенба. Находясь здесь и участвуя в шествии Бессмертного полка в Республике Абхазия, я посчитал необходимым взять и пронести
на этом шествии представителя Республики Абхазия Тария Александра Микатовича, это бывший директор Государственного музея. Почему решил его пронести? Потому что, мой дед Василий Васильевич Банников, он у меня всегда в сердце, я его всегда помню. Он будет участвовать в бессмертном полку онлайн, который также будет проходить в России сегодня. У Екатерины Карповой на фронтах Великой Отечественной войны воевали прадедушка и прабабушка. По ее словам, участие в акции – это возможность сохранить память о них. Историю героизма родных они бережно хранят и передают из поколения в поколение. Он вообще у нас начал войну майором. Он был помощником прокурора армии. Он дошел у нас до Праги, закончил войну подполковником и закончил войну, дошел потом в Манчжурию и закончил Манчжурию, еще служил долго. Дальше. Вот это его сестра Сашина прапрабабушка. Она у нас была в нашем Сухумском госпитале шофером. Она возила раненых, она возила медикаменты и продукты. Раненых оттуда с гор, с боев возила. Бессмертный полк прошел по улицам Сухума вместе с живущими ныне, ради которых воевал, и напомнил всему миру: мы – народ-победитель фашизма. Шествие завершилось на площади, где участники присоединились к праздничному параду, посвященному Дню Победы. Дамир Акшба, Константин Парула, Абхазское телевидение. Годы Великой Отечественной войны стали одними из самых трудных и тяжелых в истории советского государства. Абхазская АССР не осталась в стороне. Ее граждане с первых дней войны добровольно встали на защиту Родины. В этот период Абхазия превратилась в огромный медицинский центр, настоящий госпиталь фронта. Здесь было организовано более 40 госпиталей, спасено около 200 тысяч жизней. Тысячи людей объединились ради одной цели – вернуть солдатам здоровье и веру в будущее. Репортаж Шезины Ханагуа. Лучшие здания, в том числе все санатории, дома отдыха, а также городские больницы и школы были отведены под госпитали. Просторные корпуса санаториев перестраивали под нужды военной медицины. Бывшие номера становились палатами, холлы перевязочными и операционными, парки местами для прогулок выздоравливающих бойцов. Работа госпиталей явилась важной частью той помощи, которую трудящиеся республики оказывали фронту. Соответственно, уже к концу 1942 года появляются цифры, которые меня впечатлили, конечно, как исследователя. Например, здесь у нас в Абхазии появляется более 60% подготовленных, в плане персонала. Это медсестры, это дежурные врачи, это очень весомые цифры. Я бы хотел сослаться на тот факт, что в конце 19-го, в начале 20-го столетия мы имеем возможность говорить об этом. И говорить нужно, что здесь развивается курортное дело, строятся дома, гостиницы, в то же время санаторного характера дома, пансионаты, а затем уже в первые годы советской власти тоже были построены очень интересные комплексы, масштабные комплексы. И все эти учреждения, все эти объекты затем уже в 40-е годы играют очень важную роль в деле организации именно медучреждений. Море шептало раненым бойцам слова утешения. Солнечные лучи осторожно касались забинтованных плеч, а воздух, насыщенный солью и хвоей, дарил силы тем, кто совсем недавно смотрел смерти в лицо. В годы Великой Отечественной войны здравницы Абхазии стали островком жизни и надежды. Более 30 медучреждений насчитывалось к 1941 году на территории Абхазии. 20 из них располагались в городской части, а остальные в сельской местности. Но уже к концу июня 1941 года, когда советская экономика переходила на военный лад, возникла необходимость реорганизовать многие учреждения, сделать их профильными, чтобы они могли качественно обслуживать раненых. Одним из таких объектов стал санаторий «Украина» в городе Гагра, где во время Великой Отечественной войны размещался
размещался эвакогоспиталь за номером 1818 для легкораненых советских воинов. Сегодня на этом месте расположен современный отельный комплекс «Гарден Резорт». Об этом свидетельствует вывеска, недавно найденная сотрудниками отеля. В ближайшее время руководство планирует отреставрировать и разместить историческую табличку на одной из стен здания. Основное здание отеля начинает свою историю 90 лет назад. Руководство и сотрудники с уважением относятся к этому месту. Доставка больных и раненых в Абхазию осуществлялась в основном морем. Природно-климатические условия, свежий воздух, качественная питьевая вода, наличие природно-лечебных источников, а также произрастающих лекарственных растений способствовали излечению, восстановлению и скорейшему возвращению в строй солдат и офицеров. Стены современного отеля украшены картинами, которые в свое время украшали залы санатория и, возможно, эвакогоспиталя. Также здесь есть библиотека с книгами того периода. По этим коридорам проходили десятки солдат, проходящих лечение и восстановление. В отеле сохранились фотографии, на которых запечатлены процесс лечения, врачи и медсестры того времени. Площадь комплекса составляет 6 гектаров. Территория благоустроена и представляет собой дендропарк. Мы в основном, рассуждая о военных событиях, о войне, немного, конечно же, перемещаем фокус внимания на фронт и события, которые протекали в контексте фронта и в контексте битвы за Кавказ. И, конечно же, в первую очередь это нужно, это правильно, это есть история, это есть исследование, но в то же время мы не должны забывать, что помимо фронта есть и другое составляющее, это прежде всего тыл. И, конечно же, если вы сумели правильно организовать и правильно, если смогли подойти к конструкции, да, вот взаимосвязи фронта и тыла, тогда успех непременно придет, и успех этот был достигнут советским народом, советским государством. В городе Сухум находилось несколько госпиталей, в том числе и на территории района Синоп. Возможно, советские солдаты и офицеры, восстанавливавшие свое здоровье после боев на различных фронтах, проходили лечение даже в Синопском парке, где проводились съемки. Именно здесь они набирали сил и укрепляли здоровье для дальнейшей борьбы за победу. Местные жители активно участвовали в приеме прибывающих раненых, их размещении в круглосуточном дежурстве в больничных палатах. Оказывали помощь в обеспечении продуктами животноводства, свежими овощами и фруктами. Школьники писали письма под диктовку бойцов, устраивали концерты. В 1942 году работники искусств Абхазии организовали свыше 405 выступлений в госпиталях и медицинских учреждениях республики. Мы видим, что шефство над этими госпиталями в Абхазии берут колхозы, фабрики, заводы, школы. И это показывает консолидацию всего общества. Это очень важно. И дети, учителя, старшее поколение, дедушки, бабушки, все вот в комплексе, конечно же, в одностороннем таком порядке оказывали помощь. Даже врачи местные, оставляя свою работу, когда это возможно было сделать, ходили в лес, готовили дрова, потому что медучреждение – это и дрова, и нужно топить, и вода. В этом плане, конечно же, местное население тоже сыграло важную роль. Для организации качественного функционирования госпиталей необходимо было соответствующее количество врачей и медицинского персонала высокого уровня. Привлекались, конечно же, с различных городов советского государства, врачи, хирурги, потому что подготовить персонал за столь короткое время представляется сложно, и поэтому нужно было именно работать синхронно, привлекая и опытных врачей, показывая местным, передавая опыт, и в этом тандеме складывается очень такая интересная работа. Всего за годы войны в Абхазии было развернуто более 40 госпиталей различного назначения, в том числе эвакогоспитали. Спасено 200 тысяч жизней. Последние раненые покинули Гагру 10 октября 1945 года. В абхазской историографии есть работы, которые заслуживают внимания и на которые можно ссылаться при изучении данного периода. Исследования Пачуля, Пшилава, Гугохи освещают важные страницы этого вопроса.
Со стороны молодых исследователей проявляется некий такой интерес. Это очень актуально. В то же время есть и уже научные сотрудники, которые в наше время занимаются исследованием этого вопроса. Хотел бы сказать, например, про Николая Медвенского, который и волонтерскую работу ведет по части Великой Отечественной войны, по этой тематике. У него ряд очень интересных публикаций. Надеюсь, он со своими учениками будет также впредь заниматься данной деятельностью для того, чтобы мы больше узнавали о подвиге советского человека. Сегодня многие из тех зданий все еще стоят. Они уже не госпитали, но их стены по-прежнему хранят память. Память о подвиге медиков, о самоотверженности местных жителей, о мужестве солдат. Шазина Ханагуа, Ахра Амичба, Давид Хашиг, Абхазское телевидение. Более 50 человек, жителей и гостей столицы, приняли участие в традиционном велопробеге, посвященном 81-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Путь велосипедистов лежал от здания Абхазского госмузея боевой славы имени Владислава Григорьевича Ардзенба до села Мархиул, где участники возложили цветы к памятнику воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, после чего вернулись в Сухум к памятнику неизвестному солдату на набережной Диоскуров. Велопробег – это не просто спортивное мероприятие, это дань памяти и уважения героям, отстоявшим свою родину в борьбе с фашизмом. Акция проходит уже в 13-й раз. Велопробег «Спасибо за победу» – уже традиционная акция, которую проводит Федерация велоспорта республики уже много лет подряд. С каждым годом количество ее участников увеличивается. В этом году в акции приняли участие 50 велосипедистов. Маршрут велопробега от Музея боевой славы имени Ардзенба в село Мархиул. Там они возложили цветы к памятнику погибшим в Великой Отечественной войне, после чего направились обратно в столицу к памятнику неизвестному солдату. Акция проводится уже в 13-й раз. Проехать мимо одних ветеранов и помнить других нельзя. Все эти люди боролись за свободу и независимость страны, которая сейчас уже две, Советского Союза нет, но есть Россия, есть Абхазия, и дай бог, что это было всегда. В заезде принимают участие любители, среди которых школьники и воспитанники спортивных секций республики. Среди участников есть как новички, впервые пробующие свои силы, так и опытные спортсмены. Пригласил меня участвовать на этом мероприятии друг. Мне просто нравится кататься на великах, из-за этого я согласился. Да, и мой папа не против. Мне посоветовал друг. Еще это было 30 сентября. Мы с ним подписаны на канал Ride Bike. И вот там и встретили. Их с ними катались. И это уже, может, не первый раз, уже второй раз. Участвуем не первый раз, поддерживаю все мероприятия, связанные с велосипедной деятельностью вообще страны. Собственно, и занимаемся организацией гонок. В общем, максимально пропагандирую велосипедный образ жизни, так сказать, на территории Абхазии. Живу тоже здесь, в городе Гагра. Собственно, и люблю республику, занимаюсь, как могу, тоже поддержкой велосипедного, так сказать, сообщества. Перед началом велопробега с приветственным словом к участникам обратилась директор Государственного музея Мзия Бея. Она пожелала им хорошего старта и мирного неба над головой. Сейчас я хочу вам пожелать еще доброго старта и счастливого завершения этой замечательной акции. И еще раз хочу поздравить вас с этим светлым, очень важным днем. Почитание памяти – это очень большое дело. Главное нам с вами помнить подвиг наших дедов и прадедов, чтобы мы могли передавать из поколения в поколение. Не потеряйте эту память. Велопробег – это не просто спортивное мероприятие, это день памяти и уважения героям, отстоявшим Родину. Он объединяет жителей, способствует воспитанию патриотизма у молодежи и сохранению исторической памяти. Перед стартом все велосипедисты прошли необходимый осмотр, после чего дружно отправились в путь. Милана Агрба, Ляс Амичба, Абхазское телевидение. Ежегодная спортивная акция «Марафон Победы», приуроченная к 9 мая, прошла в Абхазии. В ее рамках состоялись забег на 2 километра и силовая дисциплина «Рекорд Победы». Мероприятие объединило участников разных возрастов. Организаторы – Комитет по делам молодежи и спорта при поддержке команды Абхазии. За ходом соревнований следила Элита Рутинян.
День известный всему миру и каждому человеку, будь то взрослый или ребенок. Праздник, который, не жалея жизни, приближали, как могли. Все поколения обязаны помнить и чтить героизм участников Великой Отечественной войны. Именно с этой целью ежегодно в Абхазии проводятся такого рода акции. А это все делается для того, чтобы больше молодежь призывать к спорту, чтобы здоровое общество было, здоровая нация была. Вот. Ну и, соответственно, это патриотическая акция в поддержку сегодняшнего великого дня. В забеге принимают участие как и спортсмены, так и просто граждане нашей республики, нашей столицы. Репатрианты участвуют у нас, да. Государственная служба охраны, разные виды спорта. Уже предварительно по списку зарегистрировались 90 человек, ожидается более 100 человек. В этом году был организован марафон Победы, в рамках которого прошли забег и силовая дисциплина по отжиманиям «Рекорд Победы». Хочу еще раз поздравить вас. Хочу, чтобы будущее поколение всегда чтило память того, что сделали для нас наши деды. И сегодня, в этот день, мы проводим такие мероприятия. И приятно видеть, что молодежь, дети, все принимают участие. И наша страна будет спортивной страной. Акция началась с забега на 2 километра. Участники с нетерпением готовились к старту. Я занимаюсь баскетболом. Я хочу что-то новое открыть для себя. Нравится спорт, потому что родители, они у меня тоже спортсмены. Они занимаются баскетболом тоже, занимались. И я решила тоже пойти по их стопам и заняться баскетболом. Спорт вообще обожаю. Старт был дан на пляже Айтар, а финишировали участники на станции Киласур. Зачет раздельный, то есть забег для мальчиков и девочек проводился отдельно, а дистанция одинаковая. Первое место среди мальчиков занял Виктор Маливчук, среди девочек – Софья Чабау. После церемонии награждения началась силовая дисциплина. Рекорд Победы – это соревнование по отжиманиям на максимальное количество повторений. У участников был положительный настрой и, конечно же, желание занять призовое место. Такие мероприятия нужны, чтобы мы помнили, не забывали о том, что совершили наши прадеды, деды на войне. В соревнованиях по отжиманиям я тоже хочу как минимум войти в тройку. Там тоже очень много сильных соперников, но все-таки постараюсь я занять как минимум 3-е место. Мы сами спортсмены 6-й школы все, и нам посоветовали поучаствовать здесь на 9 мая на этом турнире в честь памяти Великой Победы. Марафон Победы – это не просто спортивный старт. Это день памяти, силы, единства и уважения к подвигу участников Великой Отечественной войны. Айлита Арутюнян, Алексей Агухава, Абхазское телевидение. Вечером на площади у Абхазского драмтеатра прошел праздничный концерт, организованный Домом Москвы в Сухуме. В программе прозвучали песни военных лет в исполнении артистов абхазской эстрады. Одесские хореографические коллективы порадовали зажигательными национальными танцами. Перед гостями и жителями столицы также выступили курсанты СВОКу, воспитанники детских садов. Они исполнили военно-патриотические произведения советского периода, а также современные тематические песни. На площади перед Абхазским театром была открыта полевая кухня, фотозоны и информационная выставка о вкладе Абхазии в победу в Великой Отечественной войне. Для детей прошел мастер-класс «Рисуем на асфальте». В рамках мероприятия также были проведены итоги творческих конкурсов «Наша общая победа». Мне 75 лет. Из моей семьи, из семьи моего отца на войне было 5 человек, 5 братьев. Один не вернулся, погиб в апреле 45-го года в Германии. Похоронен близ города Дрездена. Отец Данил Павлович закончил войну в Чехии, в Чехословакии. Участник парада Победы июньского в Москве в 45 году. Мы росли на этом, мы ощущали наших отцов-фронтовиков. Абхазия, которая потеряла 17 тысяч для этого маленького народа. Столько судеб, столько героев. Это очень большая потеря. У меня дедушка воевал, он был моряком.
Вот, у него очень много медалей, и каждое 9 мая мы выходим на парад с его портретом и чтим память в нашем роду. Мы желаем, конечно же, в первую очередь мира, добра, вне зависимости от нации, чтобы люди дружили и понимали, что самое главное — это мир во всем мире. Наши деды и отцы, спасибо за то, что мы можем жить в это мирное время, жить, трудиться, работать. Низкий поклон всем нашим дедам и прадедам, павшим за нашу победу. Ура! Мы были и на параде с сыном, и здесь мы пришли специально отразить ту атмосферу 40-х годов, которая присутствовала во время Великой Победы. Я бы хотела пожелать жителям и гостям города мирного неба, светлых и добрых дней. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.